Чего вовремя предупредят о ракетном нападении с земли, воздуха, воды и даже из космоса. На самой мощной из таких российских станций РЛС «Дарьял» в Республике Коми побывал наш корреспондент Алексей Баранов. Он стал единственным журналистом, которого вообще пустили на этот секретный объект. И вот репортаж. Верхняя точка РЛС «Дарьял» 100 метров над землей. 18 этажей станции соответствуют 33 этажам обычного здания. Самое высокое строение в Республике Коми. Идея создания радиолокационной станции «Дарьял» родилась в 70-е, когда в арсенале США и их союзников появились баллистические ракеты, способные за считанные минуты доставить ядерный боезаряд до основных стратегических объектов Советского Союза. О масштабах развернутой в строжайшей секретности работы говорит объем отправленных в тайгу грузов. По железной дороге сюда ушло 70 тысяч вагонов стройматериалов. Уже на стадии разработки станции в проект были заложены возможности глубокой и многократной модернизации. Сейчас РЛС «Дарьял» полностью работает в автоматическом режиме, устойчиво к возможным радиопомехам, ионосферным возмущениям и геофизическим аномалиям. Постоянная модернизация, внедрение нового оборудования, в том числе на новой элементной базе, оно позволяет этой станции функционировать еще несколько десятков лет. Все эти мероприятия проводятся без снятия станции с боевого дежурства. За сутки космических объектов проходит через зону обзора нашей станции порядка 30 тысяч. Нам впервые показывают командный пункт станции. Средствами узла обнаружена цель номер 1102, тип 5. Такие тренировки проходят здесь постоянно. Важно, что работу по наблюдению за воздушным и космическим пространством при этом не прекращают ни на секунду. Это все космические аппараты, которые используются иностранными государствами в разведывательных целях. Мы видим те аппараты, которые по своим траекторным характеристикам проходят через зону обзора нашей радиолокационной станции. Разведданные, нанесенные на эту карту, обновляются еженедельно. Под пристальным взором самой мощной в мире радиолокационной станции «Дарьял» территория США, Канады, северная часть Атлантического океана и северо-восточная Тихого. Точка падения 90 градусов восточной долготы, 84 градуса северной широты, Северный Ледовитый океан. Время до падения менее 15 минут. Провожу экспресс-анализ по цели. Важно не только обнаружить объект, но и четко определить, что это – ракета, спутник или, к примеру, метеорит. РЛС «Дарьял» – важнейшее звено в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Первый 12. Первый. Время 12 часов 16 минут. Докладываю результаты экспресс-анализа. Стараемся тренировки приблизить к реальной обстановке. Основная задача – это обеспечить слаженность. То есть, чтобы был расчет, у нас работал как один единый организм. У нас самое опасное ракетное направление. А это передающий центр, святая святых радиолокационной системы «Дарьял». Манипулятор-транспортер легко перемещает 6-метровые весом в 2 тонны каждый блоки. Управляет этой двигающейся по горизонтали и вертикали машиной, построенной еще в советское время, всего один человек. Я даже могу и закрытыми глазами. Самое главное – внимательность, чтобы не съехать с рельс, не порвать кабель. Около 1000 вот таких передающих устройств расположены на 13 этажах антенного полотна. Сейчас мы на 3-м. На замену вышедшего из строя передатчика при помощи специального манипулятора уходит около получаса. В условиях сурового северного климата лыжная подготовка обязательна. Рота охраны, а РЛС «Дарьял» сверхсекретный объект, занимается ей все то долгое время, когда лежит снег. Вместе с офицерами и контрактниками службу на станции несут и солдаты-срочники. Иван, призывник из Воронежа, рассказывает, его буквально потряс полярный день. Очень непривычно было засыпать, когда светло, солнце светит. Но морозы были до 40 градусов. В принципе, достаточно крепкий такой мороз, но в помещениях, тем не менее, тепло. Если изначально было непривычно, мерз постоянно, то сейчас уже, в принципе, никаких проблем нет. В казармах спортивные уголки, упражнения на турнике ежедневно. Вместо веников современные пылесосы. В бытовой комнате несколько стиральных машин. В столовой вместо цветов еловые ветки. Солдат кормят по специальным северным нормам. Дополнительно получают рыбные консервы 50 грамм, масло коровье 15 грамм, печенье 40 грамм и сгущенное молоко 25 грамм. Капитан Пшеницын возвращается домой после дежурства на командном пункте РЛС.
Потомственный военный и отец 3 детей прекрасно помнит те годы, когда не было жилья и семью едва удавалось прокормить. Рассказывает нам за чаем на кухне полностью меблированной трехкомнатной квартиры, из чего теперь складывается, по его собственному выражению, достойная зарплата офицера. Надбавки за боевое дежурство, за классную квалификацию, за высший уровень физической подготовленности. Заработная плата у нас это где-то около 100 тысяч. Сегодня российская система предупреждения о ракетном нападении находится на пике своего высокотехнологичного развития. По периметру границ идет развертывание новейших радиолокационных станций нового поколения «Воронеж». Они более компактны и менее энергозатратны. Мощнейшую в мире РЛС «Дарьял» с боевого дежурства при этом снимать никто не собирается. Алексей Баранов, Виктор Мамаев и Александр Кутатыладзе. Вести недели, Печора, Республика Коми. Это «Вести недели». Далее в программе. Как Луганщина пытается услышать тишину после объявления Минского мира. Калининград как успешный регион России. Рецепт успеха нашего анклава на Балтике. Ждем еще одно прямое включение с нашим военным корреспондентом Евгением Поддубным.